Как слушать оперу? Сегодня в Театре оперы и балета на творческом вечере своим секретом поделился художественный руководитель знаменитого арт-проекта «Тенора 21 века» Дмитрий Сибирцев. 15 лет назад российский музыкант собрал ведущих теноров престижных московских и европейских оперных театров. Вместе они дают более 100 концертов в год, не только в России, но и за рубежом. В числе их зрителей в разные годы были президент США Джордж Буш, принц Монако Альбер, президент Франции Жак Ширак и много других видных общественно-политических деятелей. А теперь он делится своими секретами с нашими культурными деятелями. Елена Кононова побывала на творческой встрече. Пока он один за всех, остальные коллеги по цеху отдыхают перед концертом. Знаменитый на весь мир арт-проект «Тенора 21 века» теперь и в Сыктывкаре. За 15 лет, а именно столько существует коллектив, ведущие тенора Москвы и Европы объехали почти всю страну. Художественный руководитель Дмитрий Сибирцев отмечает, городов, где они еще не выступали, практически не осталось. Именно он когда-то придумал проект, где солисты оперных театров могли бы петь все, что им хочется, будь то эстрадные, военные, детские или советские песни. В итоге за столько лет было создано 73 программы, спето более 3000 произведений. О партиджано, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Их с овациями встречали в Милане, Неаполе, Лондоне, Вене, Амстердаме и США. Рукоплескали не только простые зрители, но и известные политики. Нередко их приглашали в резиденцию первых лиц. Случались и курьезные истории. Как-то в 2008-м выступали в Сочи. Тенора с кубанским казачьим хором пели «Калинку». И это так понравилось президенту США Джорджу Бушу, что он ринулся к нам. Ступенька высокая. И я чувствую, что он не может на нее забраться. И мы вот с Мишей Русовым просто подали руку президенту США, причем я Мишу говорю, нас сейчас не расстреляют в этот момент, потому что охрана Буша, она, конечно, встрепенулась, все пошло не так. Он быстро пожал нам руку, а потом начал целовать всех солистов кубанского казачьего хора. Мы сотканы из достоинств и недостатков, говорит Дмитрий Сибирцев. Каждый солист дополняет другого, и на сцене между ними всегда получается некое соревнование. Любой тенор пытается перепеть другого. В итоге публика получает ту самую эффектную историю, которую ждет. На вопрос, что привезли в Коми, Сибирцев пошутил: соление, грибы, Грузии и ту самую первую программу, с которой обычно они начинают знакомство с каждым городом, с каждой страной. Это и оперы, и песни классические эстрадного направления. Теперь и сыктывкарцы смогут оценить неповторимый тембр, своеобразную исполнительскую манеру и актерский темперамент арт-проекта «Тенора 21 века». Елена Кононова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.